Жарит. Поднялись, наверное, метров на 300. Воздух разряжен. И идти все время приходится против ветра. Потому что, чтобы запах человека чубуку не учуяли. Дышать, конечно, тяжело. Тут наверху еще снежная метель. Хоть как повернись, все равно вот снегом идет на лицо. Лицо мокрое, еще больше мерзнет. Ну что, с обеих сторон там очень круто. А идти по вершине при таком ветре очень проблематично, как нам кажется. Все же решили подняться. Вперед. Никто нас на вершину не поднимет. Жаль отдавать завоеванные позиции. Там на вершине вообще невозможно находиться. Мы здесь вот нашли скалы, укрылись между двух скал. Сюда ветер не проникает. Переждем здесь. Бараны, которые здесь ходят туда-сюда, кормятся. Вдруг будут проходить на расстоянии выстрела. Ну, чем война и не шутит. Охота — это такая вещь, не всегда везет, всегда трудности, удача бывает не всегда на стороне охотника. В 1983 году Александр Ильич после окончания физического факультета нашего государственного университета пришел к нам инженером проекта конструктором отдела ПТУС. Через 9 лет он прошел путь старшего инженера, ведущего инженера проекта, конструктора отдела. Направили главным инженером Республиканской радиопередающей телевизионной центре ТУС. И с тех пор он до конца назначения на высокую должность заместителя председателя правительства Республики Саха-Якутия в 2010 году он работал там. Связь разваливался по всей России. На развитие наших отраслей ничего не стали давать. Надо было республиканское вещание расширить. На орбите поставили передающую станцию «Галактика». Начали транслировать программу телевидения на всю территорию республики. Это очень большой был прорыв. Вот это здание РТПЦ долгостроем был у нас. Михаил Ильич начал финансировать, завершил Александр при нем это строительство. Создалась база хорошая. Все передатчики центральное телевидение, наши ОКВЧМ передатчики и так далее, все разместились в этом техническом здании. Очень большая победа. Настал вопрос цифровизации. С 1996 года первые цифровые станции, самую крупную в России, 49 тысяч номеров. КВЧМ вещание, ФМ вещание начало в числе первых. Город Якутск, столицу субъекта федерации, перевели на цифровое телевидение. Он пришел ко мне, я уже был заместителем председателя правительства, ну и поделился своими впечатлениями о том, что первый руководитель нашей республики
президент республики Егор Афанасьевич Борисов предложил ему стать заместителем председателя правительства. Ну, я ему открыто сказал, чиновникам всегда относятся не очень хорошо, госслужба многие не уважает. Но он мне сказал свои взгляды на развитие информационных коммуникаций. Действительно, это были очень интересные программы. И он говорил о том, что уже на уровне руководителя предприятия ему вряд ли удастся что-то сделать конкретно по этим вопросам. Ну, мы остались при своих мнениях. Я ему сказал, что даже руководя этим предприятием и давая соответствующие советы, записки к президенту республики, ты и дальше сможешь работать. Но, тем не менее, он согласился быть зампредседателем правительства. Ну, в итоге работы с ним я понял, что это было правильно с его стороны сделано, потому что на каком-то конкретном участке, прорывном для развития производительных сил, для развития республики, нужен был тот руководитель, который бы разбирался и компетентно именно в тех вопросах, которые остро стоят перед республикой на данный период времени. Было тяжело, крайне тяжело. Финансирования не было. Операторы связи были конкурентами. Конкуренция, она была на грани фола. Каждый тянул одеяло на себя. Не было сплоченной команды. Не было единого видения мнения у операторов, как идти дальше, что делать. И Александр Ильич, он взял на себя эту большую роль объединения всех связистов в единую сферу, в единую корпорацию. Не было у нас до этого такого руководителя, который бы организовал так работу, чтобы все предприятия связи себя чувствовали как коллеги, все вместе решали какие-то общие вопросы. Причем Александр Ильич это делал именно больше неформальными такими методами, путем разговоров, переговоров, общения, объединения всех в каких-то, может быть, неформальных, а иногда и формальных совещаниях. Где надо, он, конечно, подключал уже и какой-то административный ресурс, который у него уже имелся на уровне вплоть до президента республики, или подключал федеральные органы. То есть любые методы, любые способы он применял с тем, чтобы решить тот или иной нужный вопрос. Одно из самых больших достижений – это приход оптоволоконного волокна в конце 2012 года в город Якутск. Результаты – это и снижение цены, высокие скорости. Ну, то есть мы стали, наконец-то, полноценными пользователями интернета. Это был исторический момент, когда возможности наконец-то появились и у нас. Были построены тысячи километров оптоволокна, сотовая связь. Пришла даже в самые отдаленные населенные пункты. То, что сегодня кабельное волокно проложено в значительной части территории республики, это тоже нужно было доказать. Или опять же где-то проложить 10-20 километров, или тут все это измеряется тысячами километров. Одно из решений, которое Александр Ильич сумел добиться, включение в лицензионные обязательства Вымпелкома по строительству станций сотовой связи в малых населенных пунктах, деревнях от 200 человек. От лица государства вот как раз отец и выступал. Он был как бы гарантом того, что здесь все пройдет в формате правового поля, и те соглашения и обязательства, которые там на себя республика брала, вот они будут исполняться. Чтобы ему верили, это нужно уже было какой-то авторитет заработать. Ему вот верили. Если связь, то тоже это вот Александр Борисов в Москве. Его все знали. Это имя там у них ассоциировалось как с человеком слова, с которым можно иметь дело, не опасаясь каких-то подводных камней и последствий. Спутниковая связь. И здесь Александр Ильич тоже напрямую выстраивал контакты с главными операторами спутниковой связи нашей страны, с тем, чтобы снять этот вопрос дефицита и, самое главное, еще и понизить стоимость этих каналов связи. Первый, наверное, из среди всех регионов подписал соглашение с Орион Экспресс о том, что те населенные пункты, которые не подпадают в зону распространения цифрового телевидения, получат льготные условия к подключению к СНТВ, ну, то есть спутниковому непосредственному вещанию, к спутниковым тарелкам, как в народе говорят, к спутниковому телевидению. Это соглашение было подписано. Сейчас Орион Экспресс 40 каналов бесплатно. То есть это жители тех населенных пунктов, которые не попали в цифру, могут получить, во-первых, по льготной цене сам комплект,
Во-вторых, без абонплаты. Это очень хорошо, и, естественно, потом подтянулись и другие. Это вот опять планомерная работа, которая ведется. Понятно, что остальные игроки тут же этого рынка тут же активизировались и сами пришли. И уже только после этого, уже на федеральном уровне, то есть мы были частным примером такого решения, и уже потом уже все пошли по этому пути развития. Его буду помнить всегда как человека крайне умного и интеллигентного. Опять же, это вот такое сочетание личных качеств и профессионализма. Это я больше такого сочетания ни у кого не встречал. Даже в самых тяжелых ситуациях он сохранял выдержку, он всегда слушал людей, он всегда старался найти компромиссные решения, а там, где надо, он мог и жестко сказать, и принять любое решение, там, где действительно мы не могли все вместе это выработать, такое решение. Для него всегда было важно не потерять вот дух товарищеских отношений, коллективных каких-то усилий, и найти все-таки он всегда старался даже в самых тяжелых ситуациях самый оптимальный, рациональный вариант решения того или иного вопроса. Удивительный момент, что в этот период времени многие вопросы, вроде бы и экономические, они соприкасались с социальными. Вот мы сегодня говорим о том, что у нас прекрасно работает сеть, называющаяся «Мои документы». Но на первом этапе решили, что я буду заниматься как социальщик этой проблемой, потому что это все связано конкретно с людьми. Да, это может быть и так, но инженерная эта мысль требовала совершенно другого. И все подтвердило, что это не только работа с людьми, это все, что охватывает полностью весь комплекс жизни. Тогда об этом никто не думал, и, в принципе, ему удалось убедить с моей помощью, что я отказался от этого направления, решать эти вопросы. Ну и другие, вот мы говорим от моих документов до электронного правительства. Если бы не он, то многое бы из этого не удалось сделать. Люди были уверены в завтрашнем дне, что этот вектор развития, направленный в область телекоммуникации, он есть, и завтра будет. Уже выросли крупные предприятия у нас. Но это, конечно, тоже достижение большое вообще в рамках республики, в рамках предпринимательства, развития бизнеса. Не только только узконаправленная связь, а вообще в целом. До последнего дня он пытался вкладывать все силы и возможности в получение лицензии цифровой для наших НВК САХА. Во всех случаях его потенциал явно был выше, чем зампредседателя правительства. И в России, к сожалению, не всегда правильно используются кадры. Я думаю, что и на федеральном уровне он бы внес значительный вклад в развитие всех этих дел. Потому что, когда он курировал это направление, мы стали местом, на что ориентировалось и российское правительство. Но министр того периода времени, Никифоров, он, по сути, если так скобко сказать, не вылазил с территории республики. Потому что Александр Ильич его убеждал, он понимал, помогал и приезжал, чтобы посмотреть, и каковы результаты этой большой работы. Поэтому я думаю, что это направление очень важно. Когда основная база связиста Сахателеком был акционирован и продан, трудности были. Но он добился помощи министра связи Российской Федерации Никифорова. Человеческие качества отличные. Все бы такие имели наши руководители, очень хорошо было бы. Он сказал, можно ли мне, как государственному человеку, занимающемуся госдолжностью, этим заниматься. Но я ему одно сказал, то есть ничего не подписывай сам, не являйся юридическим лицом, руководителем этого, не получай там зарплату, а так это творческая деятельность, и ты этим можешь заниматься. И получилось так успешно, что в любой точке России сегодня знает об этой программе. Ну и я думаю, что уже многие знают и за границей. А сейчас, уважаемые телезрители, пора заглянуть в чистые воды Агаякана, посмотреть, есть ли там вообще рыба, и в любом случае насладиться подводным миром. Это ленки и хариусы. Их легко отличить. С огромным спинным плавником – это хариус. Ленок и хариус, можно сказать, родственники, оба из рода лососей.
водятся в чистых реках с сильным течением. Ленок – это настоящий, быстрый и сильный хищник. В его рацион включены практически все обитатели водной среды, и даже, смело можно сказать, животные. Ленка мы много раз ловили на мыша. Ариус, в отличие от ленка, более активен ранним утром. Еще один ленок взял наживку. Хороший леночек. Одна или две передачи охоты и рыбалки было достаточно того, что меня узнавали во всех уголках республики. Мне даже было несколько обидно, что я всю жизнь проработала в сфере связи, и меня так до этого не узнавали. Мария Петровна, наша старшая сестра, в течение 35 лет она проработала фельдшером больницы села Тектюр. Население села Актемцы, и старшее поколение особенно, ее особо чтут, уважают, называют Бельсермеш. Отец был строитель, мастер. Саша пошел в школу, естественно, когда 7 лет исполнилось, и вот с ним произошла такая перемена. Но мы просто были удивлены тем, как он преобразился и внешне, и внутренне настроился. Вот перед глазами сейчас я вижу его перед уходом, как он собирается в школу. Стоит перед зеркалом, надевает гимнастерку, оправляет пояс, раньше такая школьная форма была, надевает фуражку с кокардой и последний штрих наводит, наклоняется и поправляет брюки. Вот это вот преображение его не только вот внешнее, вот, как-то он собрался, да, но внутренне. Мне казалось, что он как-то настроился на то, что перед ним очень такая ответственная задача. На вопрос журналиста, какой день вы считаете самым счастливым в своей жизни, он ответил, что самым счастливым днем он считает день окончания школы. Ощущение того, что ты стал взрослым и самостоятельным человеком, это было одно из самых счастливых мгновений его жизни. Учительница, которую он очень уважал, Шилова Евдокия Дмитриевна. Это учительница русского языка. С 8 класса он поступил в физмат-классы Покровской средней школы. Очень уважал учителя физики Дырахова Семена Григорьевича. Все, что он достиг в своей жизни, это его личная заслуга. Ни родители, ни там влиятельные родственники вообще таких и не было, ни влиятельные друзья, никакой такой помощи не было. А секрет успеха, я так думаю, что заключался в том, что он постепенно, на основе его глубоких знаний, не поверхностных, именно глубоких знаний, и стремление последовательного, постепенного накапливания практических знаний. Встретились мы в общежитии студенческом. Дружили между собой, пары были, которые потом создали семьи. Я одна, вот, и так получилось, что Саша меня развлекал. Вечер закончился, я не думала, что какое-то продолжение будет, но очень такой интересный молодой человек. И вдруг через несколько дней стук в дверь в комнату общежития. Смотрю, стоит Саша, открывает дипломат и оттуда извлекает один огромный тюльпан. Я так удивилась, и это так меня тронуло, потому что в тот период времени, в 70-е годы, с цветами в Якутске было напряженно. И вот что он раздобыл один-единственный тюльпан такой, причем он огромный, просто с блюдца был этот тюльпан. И мы, значит, стали встречаться, и уже все, после этого мы уже расстаться не могли. Настолько уже не могли расстаться, что каждую минуту хотелось проводить вместе. Гуляли по городу, вдвоем читали одну книжку на скамеечке. Осенью уже родители познакомились. И зимой вот сыграли свадьбу. Я такая лягушка-путешественница, мне хотелось куда-то выезжать. С семьей, главное, одной неинтересно. А он отпуск брал на охоту. Месяц где-то в Ленской тайге. То есть мы тут скучаем, конечно, с Таней.
Ждем его, не дождемся. И вот я говорю, ну давай поедем куда-нибудь. Я лучше выйду в тайгу, подышу свежим воздухом, поразмышляю и обновленный приеду сюда к тебе. Он же и стихи писал иногда. И на якутском, и на русском. И он, вот, ему легче написать мне, чем сказать. Про любовь, например. Ему, как такому активному молодому человеку, специалисту, комсомольцу, выделили машину. Это такое счастье было. Саша всегда к технике относился с такой вот большой любовью. Если что-то случилось, он тут же ее отремонтирует. Каждое лето находил места интересные, на какую речку мы поедем в этом году, на какое озеро мы поедем. Какие-то уникальные места искали. И вот он и передачу снимал, и мы рыбачили, отдыхали с семьей. У него давняя мечта была научиться кататься на горных лыжах. В 2003 мы впервые, поехали с ним в Андорру. Это все-таки один из экстремальных видов спорта. Это вообще очень сложно, но мы научились же. Он еще меня заманит на какую-нибудь покруче, да, и говорит, нет, там маленькая горка. Я говорю, не, я на большой не пойду. Маленькая горка, а оказывается, она маленькая, но крутая. И настолько это нас захватило, что мы каждый год решили ездить. И это для нас святым было. Вдвоем катались всегда. Он очень этим дорожил. И поэтому мы каждый год планировали. Ездили кататься в Швейцарию. Туда приехала Таня знакомить со своим женихом, с Детлифом. Мы там с ними познакомились. Ждал, когда Саша, старший внук, подрастет. В 3 года он здесь его вот поставит вот так вот между лыжами и спускались с техтюра. Ботинки тяжелющие, мышцы болели, но мы катались с азартом. 4 года мы Сашу взяли в Норвегию. Постоянный снег, и поэтому он же подтает, и ты весь мокрый ходишь. А еще и ветер. На следующий год вот мы поехали в Италию, и однажды в такое место попали, страшное просто. Они впереди идут, прямо не видно Саши из-за сугробов. И вот как спускаться. И маленький Саша не испугался. Он все хохотал там, когда завязнет в сугробе. И он говорил, Аделину я поставлю в 3 года. Он специально брал дни, чтобы с Аделиной покататься. И Аделина поет, у нас танцует, балерина же. И певица. Он прямо так гордился этим, все время тоже в Фейсбуке публиковал все их достижения. Неделя пройдет, все, соскучился, надо их звать к себе. Бабушка кормит, готовит, а деда с ними занимается. Футбол играет, хоккей играет, мастерят что-то вместе. Внуками он очень занимался. Ему это огромное удовольствие доставляло. Одно из самых первых воспоминаний – это наша жизнь в Новосибирске. Мне тогда было 3,5 года. И это было такое счастливое время, когда я была одна у родителей и уже себя помнила. Вот. И я помню, что как-то раз меня обожгли супом. Пролили на меня суп, и у меня прям на руках сразу такие волдыри появились. Папа бегал, носился с моей рукой, и принесли какой-то спрей, я до сих пор вот помню. Даже запах вот этот чувствую. И он у меня ассоциируется как-то вот с таким отцовским теплом и заботой. Это как мы строили дачу, они с дедом сами строили, конечно. Я бегала по двору, там, по бревнам, по лесу, который стругали как раз. И насадила себе очень много занозок на ножки. Мне было 6 лет, и папа так на полном серьезе берет мою ногу. И лицо серьезное. У меня была такая паника, я думаю, неужели мне папа сейчас ногу отрубит? И он берет топор, и я уже начинаю ногу вырывать, он говорит, что ты вырываешься? А потом он взял и топором вот эти вот все заноски прям сразу вот так вот отскоблил. Смеялся. Ты, говорит, что действительно подумала, что я тебе ногу отрублю? Очень семейный был человек. Он практически, без нас, вот, без семьи, да, без окружения, очень сложно вообще это время переносила. И когда я поехала поступать в МГИМО, несмотря на то, что вот я медалистка, трудно это все давалось. Уже после того, как поступила, поехали все вместе в отпуск. Папа у меня человек активный, он вообще, в принципе, любой отпуск планировал. Вот мы на 2 недели уезжаем, у нас 2 недели практически все были расписаны. Мы взяли машину, объездили практически всю Болгарию. Ему было все интересно, и в старую столицу съездить, и к каким-то болгарским крестьянам, и персиков с деревьев нарвать, и играться на старую крепость. Вот очень активно он проводил все свое время.
И последний наш совместный отпуск был в этом году, в 2019. Я очень рада, что я спонтанно это решение приняла. И мы поехали вместе кататься на лыжах. Сыну был год, я разузнала, куда они поехали, в какой отель, и нагрянула. Постучалась в номер, и папа открывает дверь, и там мы стоим. Он так долго удивлялся, смеялся, вот так вот за голову хватался. Ну, вот в этой его манере. Он очень заразительно смеялся, и когда он смеялся, смеялись все. Папа очень хотел быть здоровым старичком, как он говорил. Однажды с нами сел дедушка. И у него такой застиранный костюм горнолыжный. И лыжи у него старые, практически деревянные еще. Мы спросили, сколько ему лет. И вот ему под 90. Из Австрии приезжал в Италию кататься. Даже летом высоко-высоко в горах лежит снег, я там катаюсь, и спускаюсь и купаюсь. Мои соратники, одноклассники, многие уже ходить не могут. Поэтому движение – это жизнь. Спортом занимался, вот лыжи, охота, это же все очень активный образ жизни. Плавала всегда. Вот. В этом он, конечно, был для нас примером. В прошлом году мы ездили на реку Синяя. Солнышко. Самый первый раз, когда мы приезжали с моим мужем, ездили в Верхояне, на Яну. Потом мы ездили в Амгу. В прошлом году ездили на Синюю. Я была, конечно, потрясена красотой природы. И очень много фотографий мы сделали, потому что просто не хотелось створ камеры опускать. Опса! Хариус маленький. Видишь? Называется сковородочный, да? Огурцами пахнет. У нас очень много вот этих рыбацких таких вот моментов. Вот он говорит, вот сняли бы такую вот на НВК передачу. Он ко многим обращался, многим говорил. Ну что-то, видимо, говорит, я сам это все сделаю. И вот первая передача начинали, когда делать, тексты вот мы вместе писали. И самое интересное, я говорю, ну, Google тебе в помощь, вот в последнее время стала говорить, а он никогда не обращался ни к каким поисковикам, никакие вот справочники не листал, чтобы найти нужную фразу, нужное слово. После того, как передача нашла отклик у зрителей и популярной стала, у меня тоже такое вот волнение, что получилось, чтобы тоже, ну, чтобы не похожи были друг на друга. Основной идейный вдохновитель это был Саша. Где бы он ни работал, у него всегда команда единомышленников, которые ему просто преданы, любят его. Настоящие друзья. Редкий дар, чтобы собрать команду, но при этом не просто зачинатель, он все это доводит до конца. Где бы то это ни было, будь то это профессиональная сфера, будь то это творческая, вот, да, будь то это дома. У нас никогда очень гладко ни одно дело не проходило. Все время в каком-то не то что состоянии борьбы, а как бы доказывать надо право на то, что вот это возможно. Но он никогда ни о ком и не позволял, и сам плохо говорить. У нас это не принято было. И он всех прощал, никогда никого не осуждал и вот не оговаривал, тем более, да. Даже если это вот факт реальный, он никогда не обвинял. Когда он на государственной работе был, конечно, уже мы меньше. Ну и это понятно, это главное понять нужно, что вот человек работает, и поэтому очень поздно вечером приезжает. Очень часто бывает в командировках. Потом надо делать съемки. Вот. И поэтому он это очень хотел компенсировать потом другим чем-то. Вот. И успевал все. Как будто прямо торопился вот жить. А теперь, уважаемые телезрители, мы с вами примем участие в довольно редком способе охоты на лося – подманивания. Стон быка, который ходит вот по своей территории и так вот как бы постановает. Вот, он такой глухой, небольшой звук, и поэтому охотник выбирает место, чтобы его было слышно как можно
на большее расстояние. Сейчас посмотрим. Рогов по дереву и движение его в кустах. А вот так Сахатый рогами заламывает кусты. И сегодняшний вечер не принес ничего утешительного. Закончился безрезультатно еще один день. У всех охотников, рыболовов первая там добыча, первые трофеи – это вот одно из наиболее ярких впечатлений. Первый раз добыл селезня кряковы, это точно помню, было на весенней охоте. Я еще был довольно-таки маленький. Мы сидели за ситки, он оставил ружье и говорит, что-то уток нету, пойду я пройдусь по окрестностям, по соседним озерам, может что есть, может спугну, к тебе прилетят. С этими словами он ушел, прилетели две утки, сели к нам на озеро, к чучелам, самец и утка. Ну вот это вот будет мой трофей. Подождал, как тогда отец говорил, не надо спешить, надо сразу стрелять не надо, перевести дыхание, чтобы волнение первое скинуть, сбить. Я тоже там замер. Задержал дыхание, подождал. Потом вот они начали спокойненько уже плавать, подплыли поближе. И вот выстрел, и все, селезень остается. Я даже забыл про эту самку, все, это перед меня, перед глазами вот селезень. Все, я его добыл, он остался. Я выбежал, даже не взяв ружье с собой из кратка. Или маленькие короткие сапоги, соответственно, в озеро я не мог зайти за ним. Собаки тогда у нас не было охотничьей. Поэтому стою, ну что делать, жду отца. И тут он услышал выстрел, сразу пошел назад. Выходит и первым делом, где ружье? Почему без ружья стоишь? Я говорю, вон там, ружье не надо уже. Говорю, вон лежит. Как лежит? Вот лежит. Говорю. Он увидел, а радости было много. Даже не стали дожидаться окончания этой зорьки. А сразу пошли домой. Любого отца гордость будет, когда сын добывает свой первый трофей. Мать тогда тоже не поверила, не может быть. Помню, тогда отец говорит, да я вообще не стрелял даже, вон у меня ружье, ничего, ни пороха, ничего нет очищенное. Вот он стрелял сам. И он уже больше доверять, конечно, мне стал. И когда-то, как по-отцовски, давай ты первый стреляй, а потом уже я. Ну, тогда вот пошел наши совместные охоты. Первый раз, когда ходил на зайцев, мне, не знаю, года 3, наверное, мне было. Он меня на шею, рюкзак там небольшой с водой и пару бутербродов. И вот мы там выходили и бродили с ним. Ну, не знаю, это, конечно, у него было очень большое желание, видимо, привить с детства те знания, как бы тягу к охоте, к рыбалке. Думаю, отец правильно делал, что с 3-летнего возраста меня с собой в лес брал. В принципе, на характере человека уже свой след положительно оставляет. У него появилось первое нарезное оружие, мы уже на большую охоту он меня стал с собой брать. Это уже азарт совсем другой, интерес другой, адреналин в кровь, когда поступает, когда в первый раз увидел, там, косулю в первый раз увидел я, лося в первый раз, когда увидел с ним. Вот одна из последних удачных охот тоже запомнилась. Это вот в Алекнинском районе, на Реву. Очень сложная охота, в плане она спортивная. Выходишь из базы, идешь пешком, ни дорог, ничего, только вот направление, что туда идем, и местность пересеченная. Ну вот это вот в прошлом году было, мы ходили вместе. И вот в тот самый момент сказал, давай разделимся. Он говорит, вы туда, а мы здесь постоим, подождем. Ну, мы пошли с другом моим вперед.
на вобило отозвался изюбрь. И тоже там адреналин, все, и начинаешь вспоминать те все советы, как нужно было охотиться, что там говорили, откуда сразу начали, откуда ветер. У зверей обоняние гораздо лучше, чем зрение. У всех зверей. У птиц наоборот, естественно, а вот у зверей обоняние. Если зверь стоит по ветру от тебя, то, скорее всего, он уже знает, что ты там есть, и будет настороже, на чеку, и либо сразу просто уйдет. Ветер был, к сожалению, как раз от нас к зверю. Ну, не растерялись, так сообразили, что нужно там, так сказать, гамбит сделать. Отошли назад, зашли с подветренной стороны, выбрали себе площадку, где... Ну, на самом деле, зверь отозвался совсем чаще, и зверь вышел. Трудовой был трофей, но это вот 3 дня уже пустых походов, тоже там 5-7 километров в одну сторону, 5-7 возвращаешься идти. Передача-то закончилась очень хорошо, на позитивной ноте. Мы стоим, отец возле добытого изюбря, попрощался, охота закончилась. Потом на камере нажали «стоп» записи, и подумал, тогда он сказал: это для телезрителей охота только закончилась, а для нас самая работа только началась. И вот это разделка, освежевание, потом уже вынос добытого зверя до базы. Но самое главное было это вынести трофей. Местность была такая, что богатая на медведей, поэтому время тоже осеннее, как раз для медведей самое время набирать жировой запас, поэтому они вряд ли бы там оставили это добытого трофея. То приняли тогда решение выносить все и сразу. Вот, и вплоть до оператора тогда все надели рюкзаки полностью забитые. Ну, тогда отец тоже показался. Мы-то там молодежь, ладно, нас набиваем, мы там идем. Хотя уже там возраст далеко за 50, уже почти 60 лет было. Но он тоже наравне с нами. То есть полная выкладка, полностью также рюкзак забил до отказа. Ну, характер у него такой был. Если уже взялся за какое-то дело, то нужно довести до конца. Если по городским меркам, то это, ну что там, где-то 4 километра было. 4 километра в городе пройти, это же ерунда. Час ходьбы. 7,5 часов у нас заняло, чтобы полностью обратно дойти. Отец всегда говорил, то, что Байнай улыбается тому, кто терпелив, настойчив и не отступает. Здешние охотники едят утром и только вечером, притом на базе. Ни чая тебе, ни какой закуски. Так что шоколад в горах первое дело оказывается. Охота, рыбалку, честно скажу, тяжело было принять такое решение. Все-таки он же автор и ведущий был. Команда у отца, она сформированная. Тот материал, который они снимали, тот опыт, который они наработали, он у них никуда не делся. Поэтому решено было, мы коллективно решили. И с редакцией телепрограммы, и внутри на семейном, так скажем, совете, что продолжать мы будем, не будем останавливаться. Вектор тот развития и темп развития, который задал отец, будем стараться его придерживаться. Поэтому идеи он высказал очень много, и потихонечку мы начнем их все превращать в реальность.